когда мы говорим скульптура, мы почему-то всегда представляем какую-то статуарную, памятники там вещи. Но, Это стереотип. да, это стереотип. Но на самом деле скульптура – это такой волшебный вид искусства, который при всей условности очень разнообразно и может о многих вещах говорить. Поэтому, чтобы вот этот стереотип вот немножко это самое изменить, и проводятся выставки. Вот, ну, в данном случае вот, персональные, в группе, особенно скульптуры, потому что скульптура – это не такой вот раскрученный вид искусства, как там живопись или еще там, что здесь нужно понимание. Если мы вот делаем там два шага, то зритель должен хотя бы один шаг к пониманию почитать по вот основам скульптуры все. И действительно, здесь можно через скульптуру, с помощью скульптуры сказать и о любви, и о семье, и об отношении к миру. Здесь много что подвластно, о вечных темах, там, о жизни и смерти, о том ощущении, которое мы сегодня испытываем. Вот что значит скульптура. И вот здесь я бы вот так обозначил. Так, насыпаем кофе. Наверное, вот так. Хватит, наверное. 3 чашки, 3 воды. Скорее всего, не влезут 3 чашки. Влезет. Судя по звуку. Все влезет. Все влезет. Так, сейчас мы вот так мешаем. Так, наверное, огонь, наверное, нормальный такой. А вот вы говорили, что вы суббота-воскресенье вы на работе. Это связано с вашим исключительным трудоголизмом или вам просто нравится Нет, находиться в этом это месте? давняя привычка. Просто раньше вот мы все почти 80-90% художников после окончания вуза работали в художественных фондах. И те, кто хотел, конечно, творчески работать, он всегда в субботу и воскресенье в мастерской работал, потому что в будние дни это всегда это, там какие-то художественно-производственные работы, там это работа худсовета, там еще там что. И поэтому это осталась привычка, и в семье, дома знают, суббота и воскресенье – это хорошие творческие дни, и люди отдыхают, мало тревожат, меньше звонков. Так, подождите, если вы в понедельник, пятницу вы на работе, Да. а в субботу-воскресенье вы на любимой работе, а дома тогда как? Вас Дома не видят, я получается? среди недели, может быть, я с мастерской чуть раньше приеду, может, там что-то покопать надо, там покопаться в огороде по домашним делам. Вот. Ну, конечно, если там, не считая каких-то больших ремонтных работ, я в основном здесь нахожусь, потому что здесь я общаюсь с работами, сюда иногда друзья приходят, знакомые, гости бывают, вот. Иногда студенты приходят. Поэтому все то, что рождается, вот оно связано с этой мастерской. Вот. Единственное, я дома делаю какие-то большие работы в материале, ну, чуть больше там, в камне, в бронзе, когда я обрабатываю, чтобы не беспокоить соседей. Здесь вот там такие шумные, пыльные работы. А все остальное, там рисунок, живопись, в пластилине, потому что любая работа, она же вначале делается в пластилине, в мягком материале. То есть, чтобы был поиск, вот, не жалко было там сломать, потому что конечный результат – это бронза, это оно дорогостоящее, поэтому надо к ней подходить, в общем-то, очень тщательно, продуманно. Когда закончена работа, вот тогда
Процесс идет. Да, процесс идет. Очень интересно. Мудрая штучка такая. Вообще скульптура сама по себе это не такой раскрученный это вид искусства, как живопись, там, другие виды искусства, там, декоративное искусство. Здесь чуть-чуть какое-то направление дать, толкование, потому что многие работы, они в таком в условном стиле, стилизованном, вот, и думаю, это неплохо. Ну, как бы не до конца раскрывая, вот, потому что надо отдать еще сам зритель потом домысливать должен. Кофе – это как в литейном деле. Вот разогрелось, там все, нельзя, чтобы оно перегрелось и не догрелось. Да, и вот тогда его разливать надо. Мне напоминает литейное дело. Сейчас мы, наверное, разольем. Ну, я вот так люблю разливать, чтобы всем пенка хватило. Как-то вот так. По окончанию учебного заведения всегда стоит вопрос, каким ты войдешь в искусство, как ты хочешь войти и как тебя примут тебя. Если у тебя очень яркий, интересный язык, мышление, идеи, тогда действительно это самое, ты входишь нормально. Но чтобы до этого дойти, чтобы тебя без фамилии узнавали, надо перемять пластилина, глины, сколько надо перемешать красок для живописца. Вот. И главное, в какую сторону идти, что, о чем говорить. Потому что мы все получаем одинаковое образование, да, на академической школе. Всех учат одинаково, там, да, ноги, руки, там, все. Но, а дальше, ведь самое ценное – это творчество, твое видение мира, твое мировосприятие. Вот это самое сложное. И, конечно, с опытом, с возрастом ты понимаешь, что мало иметь навыки, даже самые крутые, скажем, это самое, но надо уметь еще о чем сегодня сказать, что интересно, какие болевые точки в обществе, вот. Куда, потому что, чтобы зритель посмотрел, он начал переживать, будоражить его мышление должно. Вот, ну, давайте кофе пить. О, интересно. Я когда в 90-м году приехал, почему-то у меня была острая необходимость джезве сделать или там какой-то кувшин. А нигде же ничего нет, там ни музеев, ничего. Как краеведческий музей, я пошел туда, я говорю, слушайте, у вас есть крымско-татарские гугумы, там, кувшины? Да, вот там. И я попал в запасники их, взял альбом, значит, и там, значит, при таком не очень хорошем освещении начал зарисовывать вот эти кувшины. Ну, нигде не было вот так. Это 90-е годы. Потом я сделал, значит, джезве, именно старого образца. И причем там он такой, знаешь, очень интересной такой формы. Не просто вот это самое такое упрощенное, а вот такой формы. И, ну, дно, естественно, оно шире, чем горлышко, там все, потому что тепло. И вот тогда я вот помню, у меня дома там еще начатое есть. Вот такую необходимость почувствовал. Думал, вот с этого, наверное, начинается жизнь в Крыму, или начинать надо с этого. Вот. Честно говоря, я поражаюсь вообще вот нашим людям, народу, которые побросали все, вот так же, как и я, да, потому что действительно в нашем деле там уже были объекты, там у меня несколько таких монументальных работ было. И, естественно,
я не знаю, вот что руководило. Вот здесь какая-то неведомая такая сила внутри сидела. Мне кажется, у каждого сидела, они все оставили и сюда приехали. Это, наверное, какой-то вот, может быть, мой такой исторический шанс такой был, да, что возможность вернуться. Конечно, Крым, он, вот проблемы, вот если в искусстве возьмем, они на поверхности не лежат. Вот. Если там в Узбекистане, да, уникальное искусство, там мы видим уже там по живописи, по декоративному искусству, мы видим вот их характер, мы раскрываем какие-то очень тонкие, уникальные моменты. Вот, а как здесь, в Крыму? Как это самое? Потому что в Казахстане там своя песня, свои художники узнаваемые. В Киргизии то же самое. А как здесь, в Крыму? Потому что мы, если как нация на 3 субэтноса делимся, да, и сложно. А как вот в условиях Крыма? Конечно, это была для меня, во-первых, очень большая загадка. Но мы, во всяком случае, мое поколение, оно получило какие-то уроки уже там, находясь в Узбекистане. Мы уже там сформировались как художники. Просто у нас немножко почва поменялась. И, конечно, я признаю более осознанные работы по выставочным, таким небольшим экспериментальным работам. Это уже здесь создано. Они более осмысленные получились, на мой взгляд. Потому что мое, наверное, творчество надо разделить на 2 части, там узбекский период и крымский. Вот. И мне действительно здесь пришлось с нуля понять, очень важно дыхание земли, да, а через что это понимать? Ведь нигде ничего не написано, это приходится вот уже полагаться на свой опыт. И, конечно, я думаю, что мне помогли вот то народное искусство, этот чохрах, этот источник, где заложен темперамент, характер народа. Вот, если мы возьмем композиции вышивки, там, какие-то камнерезные работы, и мы можем почувствовать, просто это надо чувствовать, видеть надо. Вот. Какое там? И наше декоративное искусство, конечно, оно отличается от узбекских, там, от казахских, киргизских. Вот. Мне кажется, она очень такая, знаете, не такая насыщенная, но очень интересная по загруженности, по композиции. Там есть свободное поле, а где-то она насыщена. Вот. То есть вот крымско-татарский орнамент, он очень интересный. Вот. Главным лично для меня было это, я переключился на сразу проблемы, конечно, вот это строительство жилого дома и искусство. Потому что я работал, отливал в бронзе у себя во дворе, старался участвовать на выставках параллельно со строительством дома, как бы творить под собственным творением. Родственники помогали. Там не было вот такое, знаете, это самое пространство, где бы очень можно было сильно это самое задумываться вообще, то, что мы оставили, то, что мы приобретаем. Просто я лично физически уставал. И мы целый день, это работа, потом мы просто вырубались, а потом опять начиналось. И когда это более-менее успокоилось, прошло не менее 10 лет, и тогда, конечно, уже вплотную вот те проблемы, которые волновали, о чем я говорил в искусстве, они, конечно, уже начали потихонечку реализовываться. Вот, но уже на крымской платформе. И мне кажется, очень важно через вот искусство, в частности, через скульптуру, я пытался, и многие работы у меня отражают вот тот период, когда мы помним справа ракушки, слева ракушки, сзади, с тыльной стороны, спереди. И вот у меня есть работа Айнени, или современная колыбельная. Это на этих ракушках выросли дети, они кушали, спали на них. Вот, то есть, и почему мы должны мимо проходить?
И вот в этих работах это два блока Ракушеченко, которые нам повествуют о том времени. Я думаю, жизнеспособность искусства вот в этих вещах. И быть современным вот в этих вещах. Крым, он очень интересный. Мы должны гордиться вот тем наследием, что вообще есть в Крыму. Там Чатыргдах, Аюдах, Демирджи, там это, Жур-Жур, Фонтан. То есть можно массу впечатлений получать от мест, которые мы владеем. И я посвящаю, некоторые работы у меня есть. Я Аюдагу, это сердце Крыма, душа Крыма, мелодия Крыма. То есть это о том, чтобы мы помнили и гордились этим, и рассказывали своим детям, чтобы мы слагали легенды, сказки. Мы уже перестали легенды слагать. Вот. А это же все есть, надо продолжать, потому что когда мы говорим о патриотизме, то мы ни в коем случае нельзя ребенку говорить, вот ты должен знать язык, вот ты должен любить Родину. Нет, ребята, этому ребенку надо показывать наше искусство, декоративное, изобразительное, водить по местам, которые являются вообще гордостью, да, Крыма, крымско-татарского народа. Потому что мы к этой земле относимся с большой любовью. Вот, то есть вот и патриотизм надо на конкретных примерах надо воспитывать. Вообще, это тема наша, крымско-татарская, это тема депортации, это тема лишения, все. Но в конечном, для чего это мы возвратились? Пройдя вот такой сложный, тернистый путь, и нам многие представители других народов помогали для того, чтобы возродиться здесь. Поэтому она как бы вот таким общим названием «Возрождение» называется. И не случайно здесь красный вот это переход, вход в монумент, это тяжелая, это трагическая судьба народа. Дальше мы видим вот каскад воды, которая идет вот нам напротив. А здесь впереди эти два объема символизируют руки благословления. Вот. И дальше и конечная композиция, она замыкает Арзахес и стеллы. Вот. В монументально-декоративной скульптуре очень важен момент, когда мы удаляем свою композицию и приближаем. Если она работает на ту тему, которую мы задумали, то есть если большую работу до значка уменьшить, и она будет работать и отражать вот то мнение, это удачное решение. В своей борьбе за возвращение нам очень представители многих народов помогали. Это Андрей Сахаров, Некрич, Илья Габай, Вячеслав Черновил. Вот. И поэтому вот здесь отдельные здесь бронзовые вставки есть, посвященные этим правозащитникам. И вот идея благодарности, конечно, ее надо было через что-то, через какие-то образы решить. И тогда я обратился к легенде Арзахес, вот в той части, когда ее разлучают с родной землей, она возвращается наш народ. И этот образ, как никогда, он очень близок. Значит, дальше идет стелла. Ну, поскольку здесь с учебным заведением связано, и идея через знание, через книгу, значит, вот такая стелла, значит, решена. И на конце, значит, звезда. Звезда, причем не с прямыми лучами, и с прямыми лучами, и как бы восточной вязью, там она перемешана вот по композиции, как бы обозначить, что и Европа, и Восток, значит. И Арзахес, она устремлена в сторону стеллы. То есть это как бы связь и с поколениями. Это некая такая эстафета, передачи вот любви к родине, к земле,
через вот эту стеллу и к звезде, значит. Звезда, она всегда олицетворяет чистые помыслы, свет, мечту. Вот. На постаменте у стелы уже видим такие известные слова Исмаила Гаспринского «Дильде иште фкирде берлик», «Мы зори одного неба, течины» и «Дос кадрыны дос билер Алишера Наваи». Вот. Но здесь, когда мы прошли композиции, действительно, Арзахас, она очень много здесь препятствий, потому что каскад воды, он против вот как бы течения. И это опять олицетворяет о сложной борьбе за возвращение на родину Крым. Вот как так. А почему у вас символ возрождения – это женский образ? Ну, я думаю, женщина, она всегда олицетворяла, это мать, это продолжение рода. Вот, и поэтому это созвучно теме возрождения. У нас есть памятник, монумент, связанный с возрождением. А что по возвращению? Есть у нас монумент возвращения? Вот, монумент возвращению, я думаю, я над этим думаю. Эта тема меня давно волнует, и у меня примерно такой эскиз есть, который я выставлял на своей юбилейной выставке. Название «Бутовый рай» или «Компактное проживание». Это когда я думаю, что памятник возвращению очень важен сегодня, потому что если бы мы в 90-м году не вернулись в Крым, то вряд ли бы сохранились как нация. Мы бы растворились в том же Узбекистане, Таджикистане, в других местах. Вот. Поэтому для меня кажется это важным сказать о возвращении. Вот формально, значит, она организована таким образом, что мы видим вертикаль. Позже скажу здесь о содержательной части этой вертикали. Внизу, значит, камни. Ну, здесь она более, там, должно быть больше площади, значит. Камни – это вот тот фундамент, то основание, та межа компактного проживания. Вот. Здесь, значит, семья, вот в такой стилизованной форме. Вот. И откуда она, почему так сложилась эта композиция? С одной стороны, было очень огромное желание нас вернуться в родной Крым. Все мы желали, хотели. Вот. С другой стороны, это, ну, мягко говоря, нас здесь не ждали. Это какое-то противодействие. И поэтому формально она имеет вот такую вертикальную форму. Значит. Это, ну, условно назовем там компактное проживание районы крымских татар. Вот. И для меня сегодня, конечно, вопрос вот компактного проживания вот межи – это безопасность или как. Вот. Но в этих объемах заложены, может быть, они потом в какую-то форму трансформируются. Это вот. Здесь, значит, там, где мы в компактных проживаниях, значит, когда переселились, значит, ну, скажем, превратили в такие цветущие сады, вот, где, может быть, раньше не росли там какие-то другие. Здесь вот такие мотивы, значит, мужчины, женщины, значит, под открытым небом. Вот. И будущее, оно вот формально решено, вот должен быть выход вот всей этой энергии куда-то. Вот. Но это такое приблизительное решение, вот, но я думаю, вот я над этим работаю, обдумываю вот, над памятником возвращения. И считаю это актуально, вот, и надо его... То, что у вас одинаковые формы, вот эти вот кубы, у вас Они есть? могут быть разные. Это сейчас просто вот такая схема, да, вот приблизительная схема. Они могут быть разные и будут, наверное, и разные, потому что
Там все участки компактного проживания, они отличаются своим ландшафтом, там, природными там, особенностями. Вот. Поэтому вот как-то вот такая идея. Значит. В 2017 году в университете там была конференция, и в одном из докладов там прозвучала фамилия моей бабушки. Я подошел к лектору, я говорю, так это же моя бабушка, там все. И потом я выяснил, что у нее более 200 работ в Русском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Я взял документы, то есть как командировочную от университета, и полетел в Санкт-Петербург для того, чтобы увидеть ее работы. Вот. Меня пропустили к запасникам. Я был со старшей дочерью, которая живет в Санкт-Петербурге, и мне показали ее работы. И, честно говоря, я был потрясен. Этот вид искусства, это уже я делал по ее мотивам, это почти копии. Вот. Причем можно классифицировать как орнаментальные розетки, древообразные композиции, то есть здесь может быть яблоня, там груша, там еще там что, и мини-панно. Есть фрезовые, значит, композиции. То есть этот вид искусства, он до конца не изучен, ойма. Это вырезание на бумаге, вытянанка называется. Вот. Но по характеру, то есть можно представить, что она это не придумывала ничего. Вот то, что ее окружало, вот эта уникальная природа, она это делала. Здесь чувствуется дыхание руки. Вот здесь настолько интересно. Я просто с большим трепетом и переживаниями я перелистывал эти работы и смотрел. Это моя бабушка по маминой линии. Прожила она 104 года. Она совершала намазы, читала Коран. Вот такая Хатидже Бубо. А вы про нее знали, да, что вы узнали ее сразу? Я знал, что она вырезает. Самое интересное, когда выслали в Марийскую ССР, ну, маму там, вот, она даже там украшала елки и вырезала для окон вместо занавесок вот эти ойма, что удивительно. Для меня это было открытием. В Узбекистане, да, я знал, я очень часто, она жила у Тизешки, это в Шарихане они жили, мы в Маргелане, они там. И она вырезала. Но я почему-то не придал значения, думал, ну, что-то это такое увлечение такое, это самое. Думал, как-то складывается бумага, думал, под какие-то, может быть, горшки там или еще там, что... Несерьезное творчество, вы так подумали? Ну, я не придал значения, что оно может быть таким разнообразием, потому что я этих вещей я не видел. Я видел что-то чуть попроще вот таких орнаментальных этих, вот. Но, видимо, это до войны. Она Созенбаша, она там родилась, там в Ялту ездила, там мама училась, значит, и там вот эти вещи, значит, она это самое. Видимо, у нее или покупали, я в деталях я не помню, но по радио передавали, что вот она на каких-то выставках участвовала, вот. Так что вот это Тизешки мне рассказывали. Так что я вот горжусь, что у меня бабушка вот такая самая мастерица. У нас в Симферополе нет ни одной частной галереи. Есть вот только библиотека Франко. В Крымско-Татарском музее там что-то, небольшая площадь. Вот. Это большая проблема. Отсутствие специальной литературы. У нас нет журналов по искусству, нет газет, где мы могли бы там какую-то полемику вести о современном искусстве, о наследии. То есть это все сказывается на состоянии искусства. Хотя, несмотря на это, работают художники. Где-то по
интуиции, где-то еще там как-то вот, ну, свое предназначение, что, потому что нам, моему поколению, конечно, тяжело, потому что старшего поколения не было. Вот. Сегодняшней молодежи, наверное, будет легче, потому что за ними там уже есть более старшее поколение. Как бы вот проблема в этом. Слушайте, а может это связано с тем, что общество не нужно все это нашему обществу? Раз нету, сейчас же все максимально честно. Вот если это не нужно, значит это умирает, отмирает. Может быть, мы просто занимаемся тем, что пытаемся залатать дыру, которую мы не можем залатать? Нет, я думаю, у меня свое мнение на этот счет. Я думаю, обществу нужно это, потому что я сужу по первой выставке, которая была в 90-м году. И вот представьте ситуацию, да, возвращается народ, основной поток, 90-е годы, 89-е, там, после 90-го года. И мы в это время в центре Симферополя проводим выставку на 2 этажах, где изобразительное и декоративно-прикладное искусство. А ведь, мягко говоря, нас не понимали здесь, что за народ едет, какой он народ. И вот эта выставка, она вот эту завесу приподняла. То есть они увидели душу народа через искусство. И я думаю, во-первых, это наши соотечественники ходили на эту выставку, и они поняли, что это о нас, о них. Это народ представляет это искусство. И я думаю, каждый, который осознает себя крымским татарином, который осознает вот народ, нацию, то ему это близко. Тем более, что искусство, когда мы были в Узбекистане, почти многие были связаны с искусством. Там, правда, где-то больше отдавали на музыку, но и очень много в изо-студию ходили. Вот. Другое дело, там не все потом реализовали свои возможности, как там не поступили в художественные там, учебные заведения. Но вот это прекрасно, она вообще всегда заложена в нас. Просто мы потом в течение жизни отвлекаемся вот, на другие вещи. Где-то она перетекает там, в музыку, в литературу, поэзию. Но в каждом человеке заложено вот это прекрасно. И когда он видит искусство, он совершенно по-другому относится. Это его будоражит. Но не у всех есть возможность купить искусство. Хотя дом без искусства – это мертвый дом. В каждом доме, наверное, должны быть и прикладное, декоративное искусство, изобразительное искусство в виде там, живописи, там, скульптуры, графика. Вот. Но я думаю, сейчас, может быть, какие-то вот другие времена настали, да? Молодые люди увлечены больше другим, и идут там другие какие-то коммерческие у них планы. Там, это. Но я думаю, все это может пройти, и искусство, оно все равно останется, оно все равно будет работать, потому что удивить мир можно только искусством. Работа, значит, триптих «Сердце Крыма». Вообще сам Аюдах, он напоминает сердце. И вот то, что мы имеем, мы иногда мимо проходим, и вот чтобы обратили все-таки на это внимание, да, вот это после 2014 года, это в 2017 году, по-моему, я это написал. Вот она в таком напряженном состоянии, вот как кровью облитая такая самая. Значит, это сердце Крыма, душа Крыма, мелодия Крыма. Вот триптих, одна живопись, объединенная 2 скульптурами. «Возвращение мастера» – это как бы такое биографичное, она вот связана с моим возвращением в Крым. Вот такая бронзовая работа.
причем эта работа меня вдохновила на живопись. Там тоже, то есть она интересна тем, что какой путь мы проделали, да, вот от Крыма. Это депортация, это возвращение. То есть вот такая круговерть, и он остается вот в таком вот самом. Но это на примере вот там живописи можно рассказать. Вот. Любитель кофе. Но он получает удовольствие от напитка кофе. Вот. Вот такая поза это самая. Ну, мне кажется, это усиливает вот то впечатление вот такого кофейного напитка. У многих народов вообще рыбам приписывают демиурга, который участвовал в сотворении мира. То есть, когда кругом вода была, со дна он вытаскивал ил, образовывал суши. Вот как бы об этом сейчас. На эту же тему поразмыслить и в живописи передать вот то ощущение, то настроение, которое действительно в каких бы вот условиях, какие бы перепыти, преграды он не прошел, но все-таки он возвращается на то место, на родину, там, это как бы вот идея такая. Вот. Значит, это птица, ищущая покоя. Вот. Это она такая созвучная вообще времени, наверное. Вот, думаю, может быть, через некоторое время, может быть, появится работа «Птица, ищущая счастье». В тех условиях, в которых вообще пережил наш народ, это не такие умеренные, да, вот это тона, не такие ласкающие. Это контраст, да. Потому что я родился, допустим, в Марийской ССР в 40-градусную жару среди лесоповала. Кто-то родился в 40-градусную жару, а я в холод родился. Поэтому здесь это вот как бы теплое-холодное возникло от этого ощущения. Вот. Где-то от, может быть, такого дискомфорта, может быть. Это работа «Морской ветерок». Многие, наверное, когда мы на берегу моря вообще выходим, смотрим, ощущаем, и мы ощущаем, знаете, какое вот впечатление, что с нас вот весь этот, все мелочи какие-то, весь мусор, он выветривается, и мы остаемся наедине. То есть остается суть человека, да, вот это об этом вот. Мыслителей много. А реализовать это же нужен какой-то талант. Вот вы в себе это чувствовали, или это воспитанная история? Я думаю, и мыслить, и реализовать нужен талант. Потому что это хороший вопрос. Я думаю, в нашей среде, и многие меня поддержат в этом, наверное, если мы обладаем 50% умением сделать и 50% по содержательной части, мыслительной части, то это идеальный вариант. И это действительно злободневный вопрос, и на этом пути очень многие остановились, сошли с дистанции, исчезли. Потому что нас всегда училось там в группе там 7, 8, 9 человек, да, но из них работающих, 2, 3, может быть. Почему это происходит? Это, видимо, проблема мира. Всех вроде одинаково учат, но потом выходят художниками единицы. И здесь почему так происходит? Потому что даже в наше время, да, вроде человек неплохо рисует, неплохо лепит. Но я знаю студентов, которые хорошо рисовали, там, лепили, но придумать интересную композицию не могли. Я раскрываю мир. Я говорю, мир, молодые люди, это тема любви, тема отношения вообще там взрослых. То есть там можно очень много тем найти, о чем можно рассказать. Я понимаю, чтобы какие-то композиции интересно делать, это впечатление, там мир.
надо собрать себе, чтобы сложился у тебя прежде всего мир, чтобы сказать о чем-то. И вот я думаю, вот это большая проблема, что есть художники, которые могут сказать, но не знают, о чем сказать и как сказать. А это мало интересно. И мы можем сегодня увидеть красивые картинки какие-то, очень это самое, но если они пустые, если они ни о чем не говорят, то для меня, например, очень страшно, потому что когда ты видишь много работ там, да, и ты не выносишь оттуда никакие идеи, ты не сопереживаешь, извините, а о чем тогда это самое? А о чем этот художник думает? Что ему интересно? Какие ценности? Вот. И всегда хочется всегда поделиться, вот какая-то обратная связь, да, вот ты ищешь. Вот как художник ищет со зрителем двухстороннюю связь, вот так и ты с работами там других там мастеров там или еще там что. Потому что те же пейзажи, допустим, да, а пейзажу рознь, так же, как и натюрморту, можно по-разному сделать. Можно очень на высоком уровне сделать, и ты будешь сопереживать там все. А можно обыденные вещи, да, пейзаж, которые многие способны сделать. Но они мало о чем говорят. И есть только единицы, которые интересно эти пейзажи делают. И те же натюрморты. К сожалению, таких художников, которые способны прокормить семью, их больше, чем тех, которые работали на искусство, которые ради искусства, которые были лишены многих, у которых, может быть, не состоялись семьи. Их мало, но благодаря им мы имеем достижения в искусстве, в мировом искусстве. Вот. И поэтому надо, наверное, ориентироваться на тех художников, которые в искусстве свое слово сказали. В основном сегодня работа такая поисковая, экспериментальная. Вот то, что уже есть, оно как бы есть, оно никуда не денется. Вот, которые уже в материале, там, в камне, в бронзе. Но есть работы, которые требуют решения пластического. Вот в основном сейчас работа над этим. И я думаю, это должно быть интересным, когда где-то предвижу. Вот. Потому что эксперименты я никогда не останавливался, никогда, всегда вот в таком поиске сейчас. Пластика, скульптура, она настолько там бесконечно можно экспериментировать. Вот. И это очень вообще волшебный вид искусства. Это такая терапия для души, и когда ты видишь какой-то результат, ты совершенно, опять же, по-новому начинаешь смотреть на возможности пластические. Потому что мы иногда задумываем какие-то вещи, да, но не знаем, как сделать. И вот чтобы вот это как, оно было заполнено, вот здесь вот эта работа, она, может быть, это оно в будущем, я его использую, да, вот какие-то решения там, чисто пластические, какие-то находки. Вот, но это очень важно, очень важно. Не сразу появился Айдер Алиев. Вот этот период формирования, когда он произошел, и вот его изменения с ходом, течением жизни. Вот вы этот путь как называете? Как вы вообще думаете? Интересный вопрос. Когда мы учились, когда я учился в училище, в институте, мы часто заходили там на выставочные залы, смотреть работы. Участвовать нам запрещали, можно сказать, вот, когда закончите. Вот. И вот после окончания института я очень часто уже вплотную заглядывал в выставочные залы, ходил там часами. И мне казалось, вот что-то скульптуры на друг друга похожие работы. Вот как сделать так, чтобы
тебя без фамилии узнавали. Вот. То есть тогда это для меня было очень такой сложной задачей, вот своим голосом сказать о скульптуре, о какой-то работе. И вот и после окончания института я начал заниматься формообразованием. То есть это, с одной стороны, не приветствовалось, такие работы не брали на выставке, потому что там был момент такого формализма. Ну, а мы сегодня знаем, что без формальных моментов ни в живописи, ни в каком-либо другом, любом виде искусства не обходится. Всегда есть формальные моменты, которые они преобразуются потом в какие-то интересные решения. И вот это формообразующее начало, оно мне дало толчок к будущим своим работам, более свободным быть, более свободно относиться к пластике как таковой. Вот. Вот, наверное, с этого начала я благодарен, что меня поддерживали люди более старшего поколения, правда, не все, участвовать на выставках. Вот. Эти ранние работы у меня есть в мастерской, я их могу показать. Вот. Искусство – это есть живой организм, который тоже развивается, как техника, наука. Там, то есть и к современному искусству надо, наверное, относиться как данность. Вот. Потому что если мы вчера ездили на лошадях по улицам, это одно мышление. Сегодня мы ездим на машинах, это другое мышление. Если завтра мы будем летать, то, естественно, это перестраиваемся. Вот. Поэтому искусство, оно не стоит на месте и не должно стоять на месте. Хотя мир разделился на два лагеря. Наверное, тех приверженцы реального такого вот, и современного. Вот. О, ой, смотри, смотри. Классно, Я думаю, что они орех не поделили, если честно. классно. Смотрите, как дышит. Да, да, вообще это супер. Ох, какое приобщение. Потерял из вида. Вон там. Что такое? Да. Все, оставил. Это, я помню, один оператор снимал свадьбу, потом он все забыл, там все, и начал Луну снимать. И классный такой кадр получился. Вот там Хайтарма звучит, да, это самое, а там это Луна такая, это самое. И там облака, там это. Вот так же и вот здесь это самое. Сон с ним рассчитались потом? Вместо общего танца луна, да? Наверное. Мы на академической школе выросли, Да, мы да. обучались на Да, этом. да, да. И в студии, в училище, в институте. Но потом, когда мы осмысливаем дальнейшие пути, мы знаем, что реализм, он недостаточно удовлетворяет лично мои потребности. Поэтому я выхожу на другой уровень, на другое понимание той же пластики, тех же идей, которые приходят в меня. Потому что вот тот реализм, который был на заре вообще советской власти, да, он же уничтожил все, что все формальное искусство там. Вот только утверждалось реальное, понятное искусство. И мы не будем забывать, что изобразительное искусство, оно было на службе идеологии Да. государства. Да. Поэтому как бы здесь всегда стремление художника будет освободиться от вот той же идеологии и делать то, что ближе к твоей душе, к твоей сути, или что тебе вот хочется. Что в искусстве ценно? Вот это своеобразие, да, вот свой взгляд, вот как ребенок, да, вот он видит мир, вот он не нагружен там никакими там, но и здесь пришлось действительно заново взглянуть на то, что ты умеешь делать, потому что то, что ты умеешь, оно никуда не денется. А то, что надо, и то, что ближе к душе, да,
Вот это, над этим, конечно, предстоит и работать. И тогда в свое время работал. И очень сложный путь было для того, чтобы найти свой язык, свое понимание жизни, вот, свою трактовку. И, вот, и это ценно, и вот, очень важно. И по сей день, я думаю, это актуально, потому что здесь я не даю оценку, вот хорошо вот, в реальном. Если идея, ты ее отражаешь в реальном искусстве, пожалуйста, делай это самое. Если ты где-то надо формально, очень условно о каких-то вещах говорить, это используй. То есть используй всю широту возможностей в искусстве сказать, что ты хочешь сказать. Вот так где-то. Когда я смотрел на скульптуры, у меня всегда возникал вопрос, а эта скульптура, она внутри полая или она внутри заполненная? А вот ваши скульптуры, они чем наполнены? Они наполнены душой, немножко солнцем, потому что и это чисто визуальное такое восприятие. Я не знаю, как это делается. Если скульптуру не наполнить вот, каким-то состоянием, да, она будет там, куском камня, куском бронзы, оно не будет трогать, зритель не будет рефлексировать. Вот. Поэтому здесь очень важный момент. И, конечно, здесь я не могу сказать, как это. Иногда оно само как-то получается, иногда случайно. Здесь разные моменты. Вот. Иногда ты добиваешься. Если это камень, то здесь особая песня. Это совсем подход другой, чем к бронзе. Потому что с камнем надо... Он тебе помогает, ты ему помогаешь. Вот. Поэтому здесь при всем том, что скульптура очень условный вид искусства. Вот. Но с помощью скульптуры многое можно сказать. Вот. И некоторые думают, что скульптура – это вот что-то такое статуарное, это памятники, там это. На самом деле есть небольшие экспериментальные работы, которые вот где у меня в мастерской тет-а-тет выполняются. И там, я скажу, там много таких переживаний можно найти, много идей. Вот. Потому что без этих экспериментов, я думаю, вообще на большие масштабные работы выходить сложно и бесполезно. Надо себя все-таки вот в этих работах найти, утвердиться, найти свой язык, пластику. Вот. Вот. И тогда все, что делается, наверное, не будет пустым. Вот. Будь это камень или бронза. У вас личное отношение с памятником или вы выполняете миссию в глобальном плане? Значит, конечно, в нашем случае, когда мы 30 лет назад вернулись сюда, конечно, хотелось бы, чтобы достойным людям стояли памятники, чтобы молодежь знала. Но это и миссия, и, с другой стороны, мне бы хотелось это разнообразить, потому что скульптура состоит не только из памятников выдающимся людям. Это могут быть детские площадки, это могут быть какие-то депрессивные районы, рабочие, это могут быть, где, соответственно, должна быть какая-то скульптура. Это может быть академгородки, где очень много молодежи, и, соответственно, здесь тематика должна меняться. То есть разнообразие такое очень широкое, вообще, если мы про памятники говорим. То есть не объект, а пространство получается? И пространство, и вот мы условно любой город можно поделить на какую-то промзону, там академические города, там еще там это самое культурные там какие-то рекреации, там все. Все это надо учитывать. В нашем случае это все не учитывается. Это самая больная тема бывших советских республик. Вот. Поэтому над этим надо работать, это исследование проводить и знать, где что поставить. Потому что, я думаю, памятники, они
могут настолько преобразить нашу окружающую среду, потому что это духовная составляющая. Фундаментальное непонимание людей скульптуры и производной скульптуры – это итог того, что вот этого нету в народе, этого нету в обществе знаний, понимания скульптуры. Вот сегодня я знаю одного скульптора, это Айдар Алиев. А сколько еще у нас есть еще скульпторы? Есть еще люди, которые занимаются этим делом? У нас в институте учились еще 2 скульптора, но по субъективным или объективным причинам не смогли приехать сюда. Там, в Узбекистане. Да. Вот. Еще был Зайдулаев Энвер, он приехал, правда, но рано умер. Вот. Поэтому как-то в этом плане нам не очень повезло, потому что сама скульптура, это как бы, она не так распространена, как живопись, вот. Потому что этот условный вид искусства, конечно, не всегда всем понятен, тем более в каких-то творческих работах. Вот. Но дело в том, что мы проводим очень много выставок, и к зрителю мы делаем 2-3 шага. Ну и зрителю хотя бы 1 шаг сделать для того, чтобы понять. После того, как мы начнем понимать пластику, откроется совершенно другой мир. Потому что мы живем в царстве объема. Все, что нас окружает, это объем. Машины, дома, горы, леса. Вот. Поэтому в каких-то объемах нам приятно находиться, что-то нас отягощает. И, конечно, я счастлив, что я этим объемом могу придать какой-то смысл через скульптуру. А вот вы говорили, что вы работали в КИПУ преподавателем. Да. У вас есть какие-то ученики или последователи, или кто-то хотя бы, кто занялся этим делом? Но я сейчас не могу, понимаешь, я сейчас не могу сказать, что среди нас пока нет вот таких. А почему, если их нету, почему вы это не можете сказать? Или они есть? Нет, но есть выпускники, но для того, чтобы монументально, полноценно создавать, надо, конечно, очень много работать. Да. И сейчас вот я понимаю, что молодежи очень сложно экспериментировать, искать, потому что для этого надо время. А у них, может быть, семьи, там, кормить надо. Но скульптура сама по себе – это очень демократичный вид искусства. Там очень много ступеней. Первая ступень там это орнаментально, декоративное искусство. Можно там в культовых там джами там, или там башташи, там еще там что. Это тоже как бы раздел скульптуры. Вот. Но и несколько ступеней. Кто-то, может быть, анималистикой прекрасно занимается, кто-то перешел из скульптуры, там, деревом занимается, кто-то с металлом. То есть это тоже часть скульптуры. Вот. Но сейчас мне сложно сказать, кто может полноценно монументальным искусством заниматься, потому что именно на базе нашего университета это было сложно из-за нехватки часов. Скульптура – это был факультатив. Нет, была специализация, но она все равно ориентирована на педагогическую. Да, то есть это да. Да. А вот сегодня у вас есть мастерская. Да. Почему сегодня нет желающих в этой мастерской быть вашими подмастерья, вот быть с вами? Там? Хороший вопрос. Я сегодня об этом думал. Школу, может быть, скульптуры Айдара Алиева, может быть, пора, наверное, подумать и об этом, и создать, и думать над этим. И я знаю, когда я преподавал в КИПУ, были студенты, которые приходили и очень желали заниматься скульптурой, но только из-за того, что группа меньше 5 человек не может состояться, они уходили кто в дизайн, другие специализации. И мне жаль этих ребят, которые могли бы сегодня полноценно вообще работать в этой направлении скульптуры. Если брать крымско-татарский народ как одно целое, как предмет, как бы вы сегодня
его изобразили? То есть на что бы он был похож? Я думаю, я бы, наверное, изобразил это в большом камне с некими чертами людей, будущее поколение. Вот. И какими мы воспитаем детей, внуков, потому что от нас сейчас очень многое зависит. И вот такие черты примет этот камень. Он, конечно, должен быть в такой динамичной форме, которой можно ожидать вот такую созидательную силу. Это не просто там такая глыба, которая может иметь продолжение. Вот то, что она с мертвой точки сдвинута, она набирает обороты. Вот. Ну, где-то вот в такой динамике я все-таки. То есть это больше оптимистичная, да? Да, картина? потому что я за 30 лет нашему народу удалось очень многое сделать. Это, с одной стороны, мало, с другой стороны, много. Это мало для искусства, потому что мы только-только начинаем понимать и что-то делать на Крымской земле. Вот. И тем более, что нас больше 50 лет не было в Крыму, это не развивалось. Вот. И здесь формула, знаете, развития, она очень интересная. Я как-то был в художественном музее Симферополя на выставке одежды, там медно-чеканная посуда, вышивка. И поразился, что там многие датированы XIX веком и чуть-чуть начало XX века. И я убедился, что если одним видом искусства прекратить на год, допустим, кому-то из художников, то он его откинет на 3-5 лет назад, чтобы восстановиться. А представьте себе, 50 лет нас не было в Крыму, да? То это откидывает нас на 100 лет назад. Вот сколько нам надо времени, чтобы восстановиться. И мы, несмотря на это, все-таки мы восстанавливаемся, потихонечку возрождаем. Вот. Сейчас вот мы видим наглядно очень керамика, вышивка. Вот. По изобразительному искусству вот многие у нас уже известные художники, которых можно показывать по всему миру. Вот. То есть мы достигаем, я думаю, каких-то результатов, успехов. Если посмотреть на работы, каждую в отдельности или в целом взять, это о жизни и смерти, потому что, а иначе откуда? Это и вдохновляет, собственно, меня, как художника, к творчеству. Без вот этого интереса живого, да, вряд ли вообще можно что-то создать. Ну, вот так как-то. Вопрос сложный у тебя такой. Путь к вечности вот это. Нам кажется, да, что вот наше здоровье, вообще мы сами, да, окружены там бетонным таким, это самое, забором, что мы, на самом деле, мы настолько уязвимы, да. Если посмотреть там музей анатомии человека, все как будто на лесочках, там это самое, все очень... Поэтому вот категория вечности, она такое очень условное понятие.